Өзбекистан Республикасының президенті Мирзиёев Шавкат Мирамонович.
камеры выставить. Бог нам одарил. Rahmat. Kecha gaplashishlaring masalada shartnomalar qilyapsizlar. Bir-birlaringiz bilan shu. Mana bundan aytaman, mashinaga o'zgartirish kerak. Bog'ornomadagi sabablarni o'zgartirib, yangi suhbatlar bo'lyapti. Qancha ko'p ishlashtirsak, natija o'zidan o'zi birlashib ketaveradi. Салиев Гергаш, это моя родина, это не пограничный, я сам хотел, чтобы вы там родились и сказали. Вчера Садам Мангажай сказал, больше 4 гектарную землю на строительство. Мы уезжаем на берегу, и мы быстренько начинаем делать быстрее, что сюда наши пришли, то есть это надо сделать быстро. 4 красивые. Уже 5 лет. Мы сегодня будем договариваться, наверное, тоже должен быть курс. Те наши 4 объекта санатория надо усилить. Надо, чтобы она заработала и приводила Ливан на Анталию. Более 2 миллионов туристов. А мы должны сделать, чтобы Киргизы не ездили наши куда-то. Надо же все круто, чтобы мы находились. Близко, рядом, безопасно и дешевле. Жизнь. Kecha kollegangiz bilan gaplashdik. Farg'ona? Namangan. Он такой молодой, перспективный, он знает, что делать, как делать. Надо быстренько на него воплощать. Это все. Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Botken oblasti bo'yicha yig'ilib o'ttirib programmalar Qanday kollegangiz bilan gaplashdingiz? Kollegamiz bilan surishtirib, bozor aholiga topshirib, ma'muriy yaxshi, qonunsiz doimo surishtirib, o'shaning o'ziga rayonlar vakillari doimo zaylab Qancha ko'pchilar masalani o'zlariga hal qilsalar, pastda bizga shuncha tinch bo'ladi. Oldin bitta topshiriqni darrov prezidentga yetish kerak. Bu zamon o'tib, sizlarda o'zlaringizga tanlamochasi bor, правильно? Они должны сами решать на местах. Sağ olun. Rahmat sizin. Rahmat. Ассаламу алейкум. Вы его принимали? Да, я знаю, хорошо знаю. Билем, жақсы билем. Жақсы іштейді. Менің балдарымды айтады дайыма. Жақсы іштейді деп. Қош келдіңіздер. Премьер-министр всю экономику, который вчера наговорил, он у нас Махаббет Сумбекович. И
министр Да, экономики. да. Это новый министр. Я его аплодировал. Он последний день в Китае послал. Я его год поработал министром образования. Я его познал, что такое жизнь, что такое образование, что такое школа. Он познал, и теперь он вниз спустился, не летает в облаках. Я потом министр иностранных. То, что я сказал, новое поколение кадров, которые за границей учат, результат. Пора уже молодежь подтягивать государственную деятельность. Как раз главный министр Ибраим. Мы должны уже построить. Потом Чангарский, если получится, то Тюменский каскад. Там тоже. Он хотел что-то думать, разбирает полигонные пути, настроены хорошие люди. Там надо подвигать сильный путь. И там надо хотел заниматься.
Урматтуу Шавкат Мирамонович, урматтуу Өзбекстан Республикасынын делегациясынын мүчөлөрү, сиздер менен Бишкекте жүз көрүшүп жатканыбызды дагы бир ирет кубаныч менен белгилеймин. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые члены делегации Республики Узбекистан, еще раз сердечно приветствую вас в Бишкеке. Нам доставляет огромное удовольствие встречать вас с государственным визитом на нашей гостеприимной земле. Кыргызстан неизменно придает особое значение развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Для нас Узбекистан близкий по духу сосед, верный друг и надежный стратегический партнер. И об этом вновь свидетельствует наша сегодняшняя встреча, традиционно проходящая в очень теплой, открытой и дружеской атмосфере, в духе взаимопонимания и конструктивизма. Прежде всего, еще раз большим удовольствием хочу отметить, что на сегодняшний день двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком стратегическом уровне. Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на основе дружбы, братства и добрососедства. Продолжают свое поступательное развитие межпарламентские связи двух стран, которые играют немаловажную роль в межгосударственных отношениях. Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ. Убежден, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений. Хочу отметить вашу, уважаемый Шавкат Мирамонович, неоценимую роль в решении важных вопросов по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Особо примечательно, что такое знаменательное событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами договора в рамках данного государственного визита. Мы также подпишем декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан и тем самым выведем наши отношения на беспрецедентный уровень сотрудничества. Спасибо за внимание. Уважаемый Шавкат Мирамонович, вам передаю слово. Hurmatli Sadir Nurgajayevich, hurmatli delegatsiya a'zolari. Qardosh Qirg'iziston zaminida bizga ko'rsatilayotgan yuksak ehtirom va samimiy qabul uchun yana bir bor chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Davlat tashrifimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganini 30 yilligi arafasida bo'lib o'tayotganida chuqur ramziy ma'no borligi alohida ta'kidlamoqchiman. Bugungi uchrashuvimiz ko'p qirrali hamkorligimizni kengaytirish yo'lidagi yakdil va hamjihat ekanimizni yaqqol ko'rsatmoqda. Уважаемый Садыр Нургажаевич, уважаемые члены делегации, выражаю глубокую признательность за теплый прием и гостеприимство, оказываемое нашей делегацией на земле братского Кыргызстана. Вначале хотел бы особо отметить, что мы в Узбекистане искренне радуемся успешным реформам в Кыргызстане, проводимым уважаемым Садыр Нургажаевичем. Несмотря на сложную обстановку в мире, в стране наблюдается устойчивый рост экономики, повышается уровень жизни населения, реализуются важные социальные инфраструктурные проекты, укрепляется ее международный авторитет. Подчеркну, мы намерены и далее всесторонне поддерживать программу преобразования президента Кыргызстана. Только что завершился переговоры в узком составе, еще раз показали взаимное стремление к дальнейшему сближению и полномасштабному сотрудничеству. Я вам хочу, уважаемый член делегации, сказать, что
разговор был доверительный, очень доверительный. Мы скрупулезно, не спеша, по каждым вопросам наших отношений во всех направлениях рассмотрели. Я вам хочу сказать, что у нас никаких проблемных вопросов нет. Это в истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана первый раз такой уровень взаимоотношений. И я хочу отдельно благодарить моего коллеги, уважаемого Садура Нургажаевича, за поддержку, именно личную поддержку, даже пограничные вопросы. Если его не была бы политическая воля, мы бы не достигли бы сегодняшних результатов. Можно было бы все, как раньше, сказать, да, мы будем делать только завтра и послезавтра. Но завтра прошло уже 30 лет, мы не решали эти вопросы. Так что я особо хочу еще раз выразить вам благодарность. Мы с особым удовлетворением отмечаем динамичное развитие двусторонних отношений. Наши контакты приобрели системный и, я бы хотел сказать, что интенсивный характер. Это позволило существенно укрепить взаимодействие, определить новые точки роста, расширить практическое сотрудничество. Завершены переговоры, как я сейчас сказал, и заключен исторический договор о границе. Это исторический, это с большим воодушевлением были восприняты нашими братскими народами. Взаимная торговля за последние годы выросла в 7 раз, достигнув 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Этих цифр раньше у нас просто не было никогда. Создано более 300 совместных предприятий. В рамках промышленной кооперации в Кыргызстане налажено производство современной бытовой техники, стройматериалов, медицинских изделий. Запущен Узбекско-Киргизский фонд развития, который уже финансирует реальные проекты. Накануне успешно прошел бизнес-форум, где подписан солидный пакет твердых контрактов на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов. Начата реализация крупных региональных проектов Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Хтай, Кыргызстан, Узбекистан. Они открывают перед нами совершенно новые горизонты взаимодействия. Активизировались деловые контакты и культурно-гуманитарные обмены, особенно между приграничными нашими регионами. Убежден, что сегодняшняя встреча, наши договоренности, принимаемый документ, особенно, как вы сейчас уже особенно отметили, декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, это основа всего. Она, несомненно, выведет наши отношения на еще более высокий, качественно новый уровень, наполнит их конкретным содержанием. В этом я уверен. Подчеркну, мы настроены на достижение прорывных результатов, призванных укрепить фундамент наших долгосрочных отношений, а также обеспечить благополучие и процветание двух братских стран и народов. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Шавкат Миромонович. Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы. Уважаемый Шавкат Миромонович, мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере. В рамках ранее достигнутых договоренностей сегодня будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов. Уполномоченными органами во главе с вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции
энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более чем $1,5 миллиарда США. Впечатляют сумму проектов, которые будут совместно реализованы нашими странами. Уверен, что запланированные проекты будут реализованы в ближайшей перспективе и в полной мере. Безусловно, для практической реализации инвестиционных проектов требуется финансирование. В этом ключе мы можем задействовать потенциал Узбекско-Кыргызского фонда развития. Хочу отметить важность финансирования в рамках Узбекско-Кыргызского фонда развития совместного предприятия по переработке хлопка в Джалалабадской области, текстильного производства, создания торгово-логистических центров, в том числе в городе Кызылкия, а также строительство ряда малых ГЭС. Мы рассчитываем, что фонд станет эффективной площадкой для продвижения двустороннего сотрудничества между нашими странами. Уверен, что совместные проекты позволят обеспечить потребности населения и промышленности приграничных областей наших стран, придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, попутно развивая логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей. Мы также поощряем прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран. Вчера, 26 января, состоялся представительный бизнес-форум Кыргызстан-Узбекистан с участием более 200 представителей бизнес-сообществ наших стран, где обсуждены вопросы сотрудничества и поставлены на перспективу большие задачи. В этой связи хочу выразить свою признательность за участие в этом форуме Сардора Уктамовича и Акылбека Усенбековича. Кыргызская республика всегда открыта для узбекских предпринимателей и готова полностью поддерживать инициативы и проекты, оказывать максимальную помощь в их реализации и защищать инвестиции. Уважаемый Шавкат Мирамонович, в условиях современного миропорядка чрезвычайно важно предпринимать усилия по интегрированию транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии в глобальные транспортные узлы и коридоры. Кыргызстан ведет работу по совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения. На повестке стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям. В этом контексте хочу отметить актуальность наших планов по совместному строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Создание новых транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны региона, расширит возможности наших государств в части присоединения региональных торговых сетей с морскими путями к мировым торговым рынкам. Уважаемый Шавкат Мирамонович, также следует отметить, что трансграничный туризм набирает популярность в регионе. Это лучший способ предоставить иностранным туристам уникальную возможность окунуться в аутентичный образ жизни, ощутить культуру, национальные вкусы и традиции населения наших стран. В этих целях предлагаю создать совместные туристические продукты в области рекреации, а также развития зимнего и духовного туризма. Кыргызская сторона считает важным развивать сотрудничество в сфере организации совместных экспедиций для изучения перспектив новых туристических маршрутов, реализации таких совместных инициатив, как единая виза, создание совместных турпродуктов по современному великому шелковому пути, геопарков и так далее. Уважаемый Шавкат Мирамонович, с удовлетворением хочу отметить активную динамику в культурно-гуманитарной сфере сотрудничества. В текущем году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, что внесет значительный вклад в укрепление гуманитарных связей между странами. В
ближайшее время завершится капитальный ремонт Ошского государственного узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура по случаю его столетия. Мы могли бы приурочить его открытие к мероприятиям в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, хочу выразить вам благодарность в связи с завершением строительства Узбекистаном 2 общеобразовательных школ в Баткенской области Кыргызстана. Строительство данных школ является ярким подтверждением дружбы и добрососедства наших народов, которое с большой благодарностью воспринято жителями южного региона Кыргызстана. Уверен, реализация таких социально значимых проектов будут способствовать укреплению дружбы между нашими народами и кыргызско-узбекских взаимоотношений в целом. Уважаемый Шавкат Миромонович, в завершение своего выступления хочу выразить глубокую убежденность, что сложившиеся между народами 2 стран дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут нам вместе двигаться к общей цели, процветанию и повышению благосостояния наших народов.